Хайрлы консулар. Добрый день, друзья. Я продолжу, наверное, общий тренд, который заложил предыдущий лектор. Большое спасибо, Рафаэль Ильич. И хотел бы немножко осветить некоторые вопросы, которые затронул Рафаэль Сибгатович. Но в силу того, что он говорил немножко о других вещах, они остались неотмечены. Итак, мой первый вопрос аудитории, он достаточно простой, все же. Вот Рафаэль Сибгатович говорил о том, что татары носители государственности. Вот сейчас, вот, я думаю, в основном вы здесь татар сидите, спросите у себя, пожалуйста, где вы носите эту государственность? Как она проявляется? Вопрос не риторический, друзья мои. Можно поднять руку и вот сказать, вот моя государственность это вот там вот. Ну вот я могу предположить, что вот, например, дома большие татары строят с высоким забором. Как будто каждый из них государство свою крепость строит. Отличный ответ. Да. Например, devlet bu oiladan boshqana. Kichkina davlat u er-xotin bolalar. Ham agar davlat tug'an kunini saqlayolar ekan, o'zi bir oiladan saqlar, men u davlat bu kichkina davlat. Риза Фахруддин, рахматуллахи алейхи. Отлично. Еще? Государственность татар. Где в татарах? Мен курмин просто, пожалуйста. Проявляется и очень хорошо видно в нынешней татарской молодежи. 30-летних татар и татарочек это очень наглядно и видно. Вот на них вроде бы посмотришь, они бы историю не изучали, но они готовы управлять государством. У них есть, вот прямо видно, это насквозь просто. Отлично. Видно, насквозь. Давайте еще один вариант. Балаларымны Қазан Кремліне алып келіп, мында Қазан хандарының сарайлары болған. Қазан ханнары мында ол сөзлерде, лексикада, ішімдегі болған тарихи хислерде сондай яши. Мен Қазақстанда қонақта болғанда, енді бір достым менен сөйлескенде, сондай яшейді, осы милләтінен, хамин ана сөйлемінде біздің президентіміз деп білдейме. Это таковой имеешь в виду, Мухановый, то есть мен қалса башқа милләт вәкилләре біздің президентіміз, наш президент сөйләмейләр, дейме? Ага, онда шундай. Сіздің жауаплар, алар менә шушы ментальностьны чагылар дип дигән. Менә татар халкы гомумән, ул беренчедән әйтеп китәргә кирәк, ул яшь халык. Аны дөрес менә һәр без роликны карадык, аның тарихы uzun, dertli, hem de indi şanlı deyip deytirge bular. Hem de ki biz yaş kaldık. Çünkü ne hazırki respublikamız bizden, hazırki tatar halkı, hazırki Kazan tatarları, biz bik yaşları. Ne şuşu ne bizden cemiyet gibi ettik, bizden sosyum, ne şuşu revişte, ona ne 100 yıldan ezgine ortak kile eli. Çünkü ne benim моя заявленная тема, она так и звучит, да? 100, значит, как они там называются по-русски? Татарские дискуссии, общественные дискуссии среди татар 100 лет назад. Одна из основных дискуссий, она лежала в плоскости идентичности, как раз той самой ментальности, с которой мы сейчас с вами обсуждаем. Кто мы? А вот кто мы? Мы булгары или татары? А вот если мы татары варвары-язычники, или мы какие-то другие татары? А если мы булгары, а мы какие булгары? Особенно, когда, значит, у нас интеллигенция читала книжки, она выяснила, что есть какие-то болгары, там, и оказывается, мы с ними одного рода племени, а как они христиане, а мы не христиане. Вот у нас целая плеяда таких вопросов родилась. Она родилась в начале 20 века. Но проблема в том, что до этого этих вопросов вообще не было. Их не было, потому что мы об этом не знали. И, допустим, одно из первых исторических сочинений, написано на татарском языке и для татар, которое рассказано о татарской государственности, о татарской идентичности, о татарскости как таковой, она называлась «Таварих Булгарии», автор ее некий аноним Хисамиддин Булгари или Шарафуддин Булгари, там по-разному называют. Да. Сен телефон, микрофон сюда был. Алло, сюда что ли? Ну, мне кажется, хорошо ли? Итак, и
анонимный автор этого замечательного творения. Его, конечно, все критикуют, все, кому не лень, особенно кто его совершенно не читал. Особенно те, кто у нас, значит, спины укта доказывают, что мы от монгольского стремени произошли и так далее и тому подобное, или наоборот от булгарского стремени произошли. Но здесь проблема несколько иная, которую обозначили, допустим, западные исследователи, и они видят в этом замечательном источнике след ментальности. Это буквально просто отпечаток разума. Но разума особенного. Это не мы с вами все, масса татар как таковая, а только улама, только ученые. То есть все мы прекрасно с вами знаем, да, что, допустим, 200 лет назад образование было элитарным. То есть любое отношение к образованию уже по умолчанию считалось элитарным. То бишь, не всякий татарин умел читать и писать. Даже перепись 1897 года показывает, что среди нас, ну, где-то, может, 30% было грамотных. Причем это один из самых больших показателей был в империи. Там мы где-то рядом с латышами и другими лютеранами, имеется в виду, у которых там образование, ну, просто с пеленок практически, у которых была система образования. Учитывая, что у нас государственной системы образования не было, мы за свое образование платили сами. И вот здесь очень важно понимать, что Таварих и Булгария, когда оно, значит, нам рассказывает, ну, я вкратце немножко расскажу, о чем оно начинает историю с чего? С того, что булгары принимают ислам. И здесь важно понимать, что булгар до принятия ислама нет. Они появляются в момент принятия ислама, и есть только мусульманская идентичность. Все. Нету ни язычества, нету никаких татар, нету ничего, есть ислам. Он начинается в конкретный момент времени, когда у Айдара хана заболевает дочь, они принимают ислам, когда приходят, значит, 3 сахаба, пророка, сподвижника пророка. Значит, один принес чалму, второй принес пост. Ну, всю эту историю вы знаете. Значит, и там, значит, расцветает волшебное дерево. С дерева, значит, берутся лепесточки, делается отвар, девушка выздоравливает. И, значит, булгары понимают, что, значит, у них, как бы, религия вот эта вот, она настолько хорошая, что, значит, Боженька вот вылечил, значит, эту девушку бедную, мы принимаем ислам. И дальше начинается в рамках мусульманской парадигмы очень хорошая история. То есть многие из вас, наверное, знают, что такое Аср Саадат, или Аср Саадат по-русски. Есть замечательная книжка Шагара Шарафа, ну, то есть одного из братьев Шарафа, которая так и называется Аср Саадат. И, значит, она повествует о, ну, то есть это, грубо говоря, сунна пророка в некотором ее виде, и повествует она о Мавлиде ан-Наби, то есть о дне рождения пророка, как этот праздник появился, как он праздновался. Условно говоря. Концепция Аср Саадат в исламе, некая парадигма, она говорит, что линейно-поступательное прогрессивное развитие истории невозможно. Мы деградируем. Каждое наше поколение хуже, чем предыдущее. Почему? Потому что время Аср Саадат осталось давно позади. Пророк умер уже. И вот люди, которые его знали, они тоже умерли. И все нравы, которые мы сейчас имеем, они хуже, чем нравы наших родителей. А их нравы хуже, чем нравы родителей их родителей. И так это до бесконечности. И вот в рамках этой парадигмы вот этот аноним нам рассказывает, как с каждым годом, с каждой эпохой, с каждым новым правителем ислам становился хуже. То есть, опять-таки, прошу вас заметить, нету никакого государства как такового. Есть некий Эмират Булгар, есть булгары, которые, как бы, по идее, должны быть ханафитами, но на самом деле они не ханафиты, потому что они себе позволяют многие гадости. Да? И там дальше начинается тоже очень интересно, но мы сейчас немножко ускоримся. О неком племенном строении, значит, социума, вот не то чтобы языческого, а по крайней мере кочевого времени булгар, там есть один небольшой, одна киса, она называется Барадж халка, то есть народ Барадж. И там как раз есть вот эта небольшая парадигма, там в этот момент смыкаются две истории. История татар, история Золотой Орды. История булгар, точнее не булгар, а мусульман этой территории, потому что мы опять-таки не должны забывать, потому что булгар как таковых уже не существует, существуют только мусульмане. И вот эта история рассказывает, то есть Бараджи, наверное, эту историю замечательно знаете, что был некогда великий могущественный дракон, который нападал, значит, на какое-то племя, у которого имя неизвестно, и из-за того, что оно было настолько могущественным, они приняли ислам. И жили они на берегу Зая, и как бы благодаря этому, наверное, частично, потому что там часто топомика это упоминается, впоследствии, допустим, Миркасан Плохачусманов сделал вывод, что, допустим, эта книга написана именно там, ну, то есть на берегу Зая. Ну, как бы очень может быть, потому что все-таки берег Зая это такое достаточно интеллектуальное место, опять-таки оно связано генетически с личностью Таждина Ялчугула, допустим. Опять-таки Медресе Тайсугана, Ишаны Тайсугана, это тоже очень знаковые люди.
В конце концов, Реза Фахриддин тоже практически вышел с Берегзая. Дальше происходит несколько странные события. Ислам в Поволжье падает настолько, что появляются люди, которые готовы покарать местных мусульман и вернуть их на истинный путь. Да, причем там очень много достаточно обвинений, они, конечно, звучат... Простите, пожалуйста. Там много достаточно обвинений, и, допустим, когда сравнивают нашу местную ламу, нашу местную мусульманскую идентичность с турецкой идентичностью, там, ну, просто прям ужасы какие-то там выходят, но мы сейчас об этом говорить не будем. Итак, человек, который будет наказывать местных мусульман и возвращать их на Иршад, то есть на правильный путь, это Тимур или Тамерлан. И значит, он огнем и мечом проходит по территории, уничтожает все, что доходит. Он доходит до территории племени Барадж, которое здесь жило. Как раз их, так сказать, потомки в то время, которые княжили в Буляре, это люди, которых звали Исан и Ихсан, как, ну, по крайней мере, по легенде. Они сбегают, потом появляется замечательная история, как дочь, значит, последнего бека Беляра горит живьем в этом костре, чтобы ее братья сбежали. И начинается история Казани. В итоге, что мы получаем в итоге? В итоге мы приходим ко времени появления ОМДС, то есть Оренбургского Магометанского духовного собрания. Замечательные авторы или автор вот этого программного заявления нам выстраивает некую логику. Он говорит, что ханафитский мазхаб в том виде, в котором мы сейчас его знаем, это мазхаб Тимура. А это значит мазхаб Бухары. Да? То есть, допустим, и нам рассказывают некую историю ханафитов других, допустим. Нам рассказывают Надир Шаха. Но почему-то Надир Шах оказывается современником, опять-таки, того же Тимура. Но об этом мы не будем немножко, только скажем о османах. Значит, с османами, после того, как они терпят поражение от Тимура, они, будучи ханафитами, терпят поражение от Тимура. Их ислам тоже неправильный. И мы с вами переходим, опять-таки, в 17 век и представляем себе, что мы с вами находимся во время русско-турецких войн. Сколько было русско-турецких войн в 18 веке? Риторический вопрос, все вы знаете, сколько их было, я надеюсь. И, соответственно, здесь вот такой вот небольшая палка такая получается. Ну, конкретно даже не палка, а бращера. Что шейхуль ислам Турции и халиф Турции – это ложь, большая раздутая ложь. В тот момент, когда нам дали ОМДС, мы с вами встали на правильный ислам. Мы с вами ездим в Бухару, получаем там знания, от почтенных шейхов на тарикаты Накшабанди возвращаемся и исправляем нравы наших современников. А они, люди, наказанные один раз Тамерланом, они не встали на путь исправления. Они пребывают в грехе, и они далеки, они не из нас. Это одна сторона. На самом деле, вот в таком виде улама воспринимала этот текст. Но только улама, поймите, наши с вами предки были далеки от этих всех идей. Почему? Потому что, опять-таки, как правильно нам здесь не раз заметили, лингвистические пласты, они восходят в большей части, особенно, ну, такие простонародные, что называется, которые до сих пор сохранились, ко времени ханов. Допустим, все вы знаете, кого называют хуанхазы. Да? Девочек все в детстве называли хуанхазы. Почему? Потому что они капризничали, плохо себя вели, и значит, это вот такая капризулечка. Есть такая штука, у татар называется хуанзират. Это любое вот совершенно скопление камней, непонятного вообще происхождения, но это хуанзират. Да? А есть такая еще штука, которая называется хуанзаман. Да? Это некое абстрактное время, вот, которое где-то находится в прошлом, вообще непонятно где. Но вот оно там есть. Вот это наша с вами память, о которой говорил Рафаэль Сибгатович. Вот эта государственность наша, вшитая в нас. Но проблема в том, что наши ученые, допустим, и наши элиты рассуждали несколько иными категориями. Допустим, берем сейчас следующую книжку. Эта книжка называется «Мустафа Акбар Фех Вали Хазан Абдуллар». И автор ее почтенный шейх Накшабандийского тариката, замечательный ахун и муфтасиб города Казани. И, соответственно, книжка эта строится по одному простому принципу. Они, вот в этой книжке тот момент, когда булгары превращаются в татар, он просто опускается. Его просто нет. Он говорит, вот нагайцы, когда у них спрашиваешь, мол, кто вы такие, они говорят, дин балдуз бектен. Да, то есть они говорят, вот при узбеке хане ислам стал государственной религией Золотой Орды. Опять-таки, булгар нету. Есть мусульманская идентичность. Мусульманская идентичность рождается в XIV веке в Золотой Орде. И все остальное является только его преемственностью. Но нет.
все не так просто. Оказывается, есть книжки, есть, оказывается, господин Якут, который в 13 веке описал путешествие некого дяденьки, которого звали Ибн Фадлан, на Волгу. И оно у него есть. И выясняется, что есть булгары. И булгары были язычниками. И никакой истории с сахабами не было. Или если она была, мы про нее ничего не знаем. Почему? Потому что, еще раз повторю, книжка «Таварих и Булгария» — это идеологический конструкт. Это слепок ментальный. А книга Шихабуддина Марджани — это фактический материал. Это первое, наверное, действительно монографическое исследование татарской истории. Действительно. Но опять-таки тот момент, когда мы вдруг из булгар-мусульман превращаемся в татар-мусульман, этот момент там серьезно завуалирован. Однако Шихабуддин Марджани, он вот отец татарской идентичности, и он первым вот громко говорит, что, ребят, ну мы с вами татары, без татарлар. И нельзя прятаться за именем мусульмане, нельзя прятаться за именем Нагаи. Мы есть татары, мы произошли от колена Татарова, и мы есть татары. Он первый обозначил эту проблему. И вот я считаю, что нужно считать татарскую идентичность в том виде, в котором мы сейчас себя знаем и представляем, именно с него. Потому что до этого у нас было на самом деле две идентичности. Одни назывались, ну, условно говоря, мужиклар или холок, а второй назывался Ахли Сунна валь Джамаа, то есть люди сунной общины. И так себя называли только исключительно улама, то бишь имамы. Условно говоря, ну, хальфы там и люди, получившие образование. Ну, соответственно, кто был в тарикате, естественно, так себя называл. И больше не было ничего, потому что была только одна идентичность и одна парадигма всего. Марджани обнажает вот эту проблему. Следующим, точнее, чуть раньше даже, чем Марджани, но книжка это не так известна, эти же проблемы поднимал дедушка замечательного писателя, которого все вы знаете, Фатех Амирханов, его звали Хусаин Амирханов, и книжка его тоже называется «Таварих и Булгария». И он там просто откровенно катком и танком проехался, значит, по всем замечательным сказкам, легендам, мифам, которые существовали о булгарской идентичности. То есть он, в принципе, берет очень интересный метод сам по себе, то есть он исходит, ну, по большому счету, он прям как Аристотель. Он выдвигает некий тезис, а потом его громит, ну, просто уничтожает практически. То есть там нет истории уламы как таковой, есть история фактическая. И, допустим, ну вот я вам пример небольшой приведу. Здесь недалеко от Казани, в бывшем Свияжском уезде, была деревня, которая называлась Сердан, точнее две несколько, может кто-то там прям даже оттуда. Это родная деревня замечательной семьи купцов, промышленников, торговцев, казаков. И вот, значит, в их шаджере, то есть в их родословной, Каим Мусари сделал такую небольшую интересную приписку в конце о происхождении этого названия. И вот, значит, он пишет, что первые, значит, представители, ну, то есть мусульман вообще, и прародители вот этих вот деревенских жителей, они сбежали из Булгара. Значит, алло, да, простите. И, значит, они сбежали из Булгара, пришли на непонятную вот эту вот территорию, основали деревню. И так как они были городские, они говорили, что без Шахарден. А потом это Шахарден превратился в Шердан. И вот здесь тоже вот эта смычка. То есть как бы они априори, наши с вами предки, считали, что все мы из Булгара. Вот в том или ином виде мы все с вами из Булгара. Хусаин Амирханов первый, наверное, один из татарских, ну точнее историков, он говорит, что это не так. Во-первых, не было опять-таки никакой истории с сахабами. Это во-первых. Во-вторых, после разрушения, допустим, Булгара, ну то есть который учинили люди Чингисхана, допустим, невозможно, не может быть такого, что там кто-то уцелел. Если мы с вами происходим, допустим, от Булгар, только при том условии, что мы с вами из сельских Булгар, но никак не городских. И он разрушает некий интеллектуальный мост, который создан был как раз автором Таварих и Булгарии. То есть нету, ну совершенно нету ни в каком виде преемственности между нашей интеллектуальной высокой культурой и высокой культурой булгар. Нету, ее не существует. То, что знаем мы с вами, допустим, это мы, условно говоря, привезли из Бухары, мы привезли из Дагестана. А то, что до этого было, может и не было ничего, но что-то было. Но как оно было, мы вам сказать не можем. Ильдар, можно я вот прерву? Пожалуйста. Перейду к вопросу. Сразу. Вот про идентичность еще поговорим. Вот Рафаэль Сават еще тоже там много вопросов насчет идентичности. Еще вопросы будут. Я хотел бы тебя вернуть вот в эту обстановку 20 века. И вопрос такой, вот син дискуссиялар турында.
Булганмы дискуссиялар дәүләтчелек турында халык арасында? Һәм булса, алар нинди булганмы бер яклы кешеләр, ике яклы кешеләр, калма-каршы яклары? Менә гел дәүләтчелек дип әйтеп булмый. Чөнки мен беренче сораганда идентичность турында димәк ул дәүләтчелек кайсы төштә ул татарның чагылар дип. Менә 100 ел элек безнең бабайлар булай дип әйтерләр, ул диндә саклана. Диндә саклана. И диннең асыл ташында ул менә кем әйтмәсә акыйдада түгел ул. Шахадада түгел. Бина ислам юк. Диннең төбендә бар монархизм, шипши. Демек, патша булганда без бар, патша булмаганда без юк. Демократия, социал-революционеров, этого нету ничего. Есть царь, есть хороший царь, а есть плохой царь. И все. Потому что, еще раз говорю, вот в парадигме обывательского сознания, в обывательской рефлексии, то есть обыкновенных людей, которые не знакомы, не читали ни Макса Вебера, они не читали Маркса, они не знают ничего про это. И, допустим, даже того Гаяза Исхаки они только знают, потому что это их земляк с их деревни происходит. Нету всего этого, потому что нету знаний, не к чему прицепиться, нечего рефлексировать. Но это, опять-таки говорю, вот эти вот 70% большинства. Для остальных некие парадигмы такие, государственности, они существуют. Но еще раз говорю, вот это парадигма, вот это как раз вопрос булгаризма и татаризма, он решался именно тогда. Допустим, мы с вами знаем, что Гаяз Исхаки, первое время, значит, своей буйной молодости, когда он был преподавателем медресе Амирхании, да, и то есть, грубо говоря, работал под началом Зарифа Амирхана, то есть отца Фатыха Амирхана, он, значит, страдал, конкретно, причем страдал булгаризмом. Ну, все вы это знаете. Да? Но потом он, условно говоря, от него излечился. Почему? Потому что он понял, что это тупиковая ветвь. Он понял, что вот мы в таком виде, допустим, сильно себя ограничиваем. Потому что татар на самом деле очень много. И булгарская идентичность, она, допустим, не свойственна касимским татарам. Ну, как ты им ее приплетешь? Крымские татары тоже плохо себе представляют, что это такое. Сибирские, условно говоря, в силу того, что интеллектуальная культура, допустим, у нас была одна, то есть высокая культура, они еще как-то куда ни шло себе представляют. А вот, допустим, парадигма Золотой Орды, ордынская идентичность, она гораздо выигрышнее, но он ее реформирует. Он убирает из нее очень важную часть, которую, в принципе, сейчас мы себе тяжело представить можем. Он убирает из нее Чингисхана. Он говорит, что все предки татарского народа в книжке своей «Дель-Урал», они уже были здесь. Булгары были? Были. Хазары были? Были. Мы говорим на кипчакском языке? Да, и кипчаки здесь тоже были. И если бы не пришел Чингисхан, это все бы появилось. Но выглядело бы несколько иначе. И он этим попытался... Работает, нет? И он попытался объединить все, вот, в общем-то, булгаризм и татаризм, условный тогдашний булгаризм и татаризм, в некой одной парадигме. И у него это почти получилось. Почти получилось, но опять-таки, с политической точки зрения, здесь все не выгорело, но об этом уже говорил Рафаэль Сукатович. И кроме, собственно говоря, глобальных историй, было большое количество маленьких историй. То есть микроистории — это локальные истории, локальные идентичности. Допустим, как мы с вами представляем, да, наши предки в основном проживали жизнь и умирали все, живя в одной деревне, редко выезжая куда-нибудь. Надеюсь, вы себе это представляете. То есть, допустим, выезд в город, когда городов было раз-два я общался, это что-то страшное. Или там, допустим, даже 100 лет назад, даже не 100 лет, 80 лет назад увидеть в своей деревне русского или марийца, это все, это цирк, зоопарк, пошли пальцем на него тыкать и камнями кидаться. И вот в этой среде локальные истории были очень важны. Как мы с вами уже, то есть мы обозначили этот вопрос, наши с вами предки в локальных историях все отсылали к булгуру. Да? Но это еще только полбеды. Со временем, когда, значит, опять-таки, накшбандийский тарикат распространился, и, значит, допустим, среди татар распространилось такое явление, как зиара, то есть вы знаете, что такое зиарат? Да, зиарат — это кладбище. Неправда. Зиара — это глагол арабский, который обозначает «посещать». То бишь распространяется обычай, который в принципе в сунне пророка был запрещен, а именно посещение могил, поклонение могил. Но здесь сейчас, конечно, вопрос в терминах, и сейчас могут меня и отругать, и облаять, но мы немножко не об этом. Речь заключается в том, что у каждой местности возникает институт святых.
Но они не святые с позиции, значит, как сказать, икона такая, значит, стоит, мы приходим и кланяемся. Нет, это некий Ата-Баба, который имел некий карамет, то есть он имел некое чудо, он был близок к Богу. И вот берекет нашей деревни, допустим, всходы нашей деревни, не болезнь наших детей, именно не болезнь наших детей, здоровье, то бишь наших детей, зависит от этого карамета. Если он исчерпывается, если близость к Богу его проходит, значит, и, грубо говоря, то, что в нашей деревне все хорошо, оно тоже исчезает. Здесь рождалось огромное количество, как минимум, девиантных практик с позиции классического шариата. Причем классического я имею в виду не только ханбалитов, допустим, а даже наших ханафитов. Потому что, допустим, Ата-Бабаларга Курбан чалу, это вообще страшная вещь вообще. То есть, допустим, есть сведения, опять-таки, наши с вами предки, когда появились газеты, они делились, улама между собой делилась этой информацией, что, допустим, вот в соседней деревне из-за таких вот явлений, там каждый год в июне надо заколоть белого жеребца. И там, значит, люди начинают считать, вот они на 40 рублей покупают коня. Если бы вместо этого построили медресе, было бы гораздо лучше. Или, допустим, вот два таких у нас центра было, масштабных, всенародных, причем настолько всенародных, что туда башкиры приезжали. Это Булгар и Беляр. Это как раз и есть это зияра. То есть, грубо говоря, каждый год мы теперь ездим отмечать принятие ислама. Это часть мусульманской идентичности в том контексте, что тогда мы ездили не отмечать принятие ислама, мы тогда ездили на могилы этих 3 сахабов. Да? И с этим очень боролись. Допустим, есть воспоминания Юсуфа Акчура, который, в принципе, слабо связан, на самом деле, культура с нашим регионом, потому что он все-таки больше осман. Он младотурок больше, потому что он все-таки учился там, и потом после революции 1908 года уехал туда-обратно. Но не суть важно. Он, когда приезжал туда, он удивлялся. То есть, допустим, у сибирских таватар есть такая вещь, как муджаверлек. То есть муджавер – это хранитель могилы. Помните, как Мухаммедьяр пишет? Да, муджавер басибу мудзар. То есть я был муджавиром на могиле этого, как его там, Сафагири хана. Вот у нас этой культурной традиции не было. Не было ее у нас. Зато у нас были эти муджавиры как таковые. То есть они, традиция была не наследственная, как у сибирских татар, а просто самый достойный человек, допустим, вообще не конкретно, он становился муджавиром. Это одно из проявлений. В Беляре все доходило немножко вообще до абсурда. Почему? Потому что там зарабатывали деньги. Там, допустим, конкретно в то время Улам писал, что, допустим, есть люди, которые претендуют на то, что они шейхи. То есть они ишаны, то есть они, значит, имеют иджазу тариката Накшбандия, ну или там, допустим, Халидия. И они возглавляют эти ритуалы, что вообще дичь совершенно страшная. Причем, более того, они возглавляют эти ритуалы, которые проводят чуваши, русские. И там допускается убой скота, допустим, ну, который тяжело себе представить. Допустим, там забивали птицу. То есть, да, вот как курбан принимается птица, что это вообще страшно. Но опять-таки, это вот локальная история. А вот эти истории небольшие, вот эти вот культ святых, он связывал конкретную идентичность, даже не конкретную идентичность, а конкретного индивида с землей. Что эта земля не чужая, а земля наша. Вот вы подумайте, почему каждый раз, когда российское государство присоединяло новую территорию, каким-то волшебным чудом там всегда находились иконы. Вот всегда находились иконы. Я сейчас ничего плохого не хочу сказать. Вот такая же история касается и, собственно говоря, института святых. Они институт святых не сколько потому, что у нас здесь был ислам плохой, а сколько потому, что это память. Это культивация памяти, причем именно мусульманской памяти. Напоследок еще хотелось бы отметить один небольшой нюанс. Это противоборство академистов и джадидистов условное. На самом деле оно не просто условное, ну, его на самом деле в чистом виде в таком не было. Почему? Потому что это интеллектуальная борьба, и, условно говоря, как в Узбекистане вы нигде не увидите, что, допустим, какого-нибудь джадидиста забили камнями. Нет, у нас такого не было. Потому что даже, допустим, шакирды часто не понимали, что вообще происходит. Какая разница между вот этими академистами и джадидистами? Они прямо, допустим, какой-нибудь прогрессивной газеты Алислав или, допустим, Угуяш спрашивают, а разница-то какая? Они же все вот ахл-ислам, они же все мусульмане. И Угуяш приходилось что-нибудь придумывать на уровне того, что да, это вот все, значит, теоретический конструкт, или Ибрятли Сузляк, хамда Ибрятли Сузляк был паларлар. И как бы никто не рассчитывал, что это. Но здесь очень важно понимать, что джадидисты, они были представителями третьей идентичности. Они не были ни уламой и не были мужиками. Они были людьми, которые носили фески.
И поэтому, допустим, людей, которые были связаны, если мы откроем карикатуру того времени, они все в фесках. Юсуф Ахчура в феске, Садри Максуди в феске. Даже Ахмад Хади Максуди, и тот будет в феске, хотя он-то уж более ханафит, еще надо поискать того времени. Их язык отличался от языка уламы и от языка мужиков. Если улама предполагала, она говорила на так называемом интеллектуальном конструкте, который называется старо-татарский язык, то есть это, грубо говоря, смесь арабского, персидского и тюрки. Мужики говорили на татарском, причем, условно весьма татарском, потому что они очень много тогда набрались от уламы. А джадиды говорили принципиально, говорили на языке газеты «Тарджиман». Допустим, когда Атаулла Баязитов открывал, они, точнее, в Петербурге печатали газету, одна из первых статей в первом же номере была «Нета для язамс», то есть на каком языке будем писать. Вопрос стоял именно так. И вот этот язык газеты «Тарджиман» — это турецкий язык, причем вот можно сказать, что современный турецкий родился из него, потому что османский язык — это немножко не та история. Это турецкий язык, который дополнен грамматическими и лексическими формами из поволжского и из крымского языка. Они считали, что это правильный язык, и они преподносили себя так. Для них допустимо было, как с позиции просвещенных людей, рассуждать о государстве в ключе, допустим, революции, то есть вот инкилаб, пожалуйста. Да? Вот партия Иттифак аль-Муслимин, о которой уже говорилось, она, в принципе, стала продуктом рефлексии, наверное, этих людей, но они не могли создать, допустим, партию только для джадидов. Почему? Потому что, джадидов было раз-два и обчелся. И туда привлекали широкие массы. Допустим, когда туда вступали шииты из Баку или, допустим, ханафиты из Бухары, это как бы превратился в большой гремучий котел. Но сама идея, опять-таки, вот этой возможности представлять мусульманские интересы не через структуру ОМДС, которую создали. Помните, мы с вами, когда говорили «Товарищ Булгария», ОМДС воспринимался как венец творения. Все. Больше в этой стране мусульмане достичь просто не смогут. А тут джадиды пришли и говорят, есть, спокойно, есть вариант. Мы сейчас можем все разрулить немножко другим методом. И они создали вот эту парадигму допустимости, вариативности истории и вариативности государственности. Что это значит? Это значит, что история, она сиюмоментна, то есть культивация памяти происходит прямо сейчас. Допустим, если мы с вами возьмем книжки там Сибир Тариха, то там уже, собственно говоря, выстраивается такая, то есть это, грубо говоря, пересказ современных русских источников, на что бы, например, Мурджани бы никогда не пошел. Он никогда бы этого не сделал, вообще страшно себе представить. То есть просто взять и пересказать. Он сначала выстроит логику, значит, на всех мусульманских книжках, которые у него там есть, какой-нибудь Шиджирей Трюк перескажет, а потом уже влезет в русскую книжку. А вот, пожалуйста, Сибир Тариха, на тебе. Всю русскую книжку просто взяли и пересказали. Это раз. И во-вторых, появилась возможность диалога, и появилась возможность полемики о государстве, мусульманском государстве на территории Волга-Урала. Но об этом уже нам рассказал Рафаэль Сибгатович. Спасибо большое за внимание. Сен неше ойлайсың, мына 100 ел элек сен көбірек енді шулай теге дин ақылдарын айтып кеткен, бәлки шулар арасынан теге язушылар, шуның интеллигенция арасынан кімні біз ұныттық, яйса ол шуның күләгәдә, кімні керек мына истә тотырға? Истә тотырға. Ике сөз белән, исем һәм фамилиясы. Біріншіден, Шарафлер ғаиләсе. Чөнки алар ничә бер туган. Біріншіден, Акса ауылындағылар Хаманның кешірін отырталар, шәрәфлер алып қайтқан. Әлі Хаман шуңғай ұқсашты. Екіншіден дегенде енді Шағар шәрәф мәселен. Енді бүтінсіде алар біріншіден дихіне әқілері болғандар. Екіншіден дәулетшілер болғандар. Үшіншіден, мәселен, татар тілінің графикасы турында полемика барғанда, олар актив қатнашқандар, хам енді ғарап графикасын шоқты йоқлағандар. Енді олар шуақ көретіңдер. Екіншіден, ол заманда болған бір кіші, оны ұтмасқа келген, керек ол Захир Аюханов деген кіші болған. Захир Аюханов, біріншіден, ол Мұса Бекикебек, Зия Камаликебек, Әләсхарны бітірген. Әмма дәләкин, өзінің қорашлары білен, хам мәселен енді тәқлидді деп әйтегенде, ғұммен қиясында ондай бір білмеген, ол болған, нешік деп аталасаным, татарчасын білмеу шетем. Он был представителем захиритского масхаба. Захиритский масхаб – это масхаб халифата Аль-Махадов, и он вымер вместе с Аль-Махадовыми благополучно в XIV веке.
на этом месте. Сейчас я тебе расскажу, почему его помнить надо. Ага. Этот человек, будучи татарином, создал тот самый вот кайне, разговорный официальный язык Республики Башкортостан. Вот это такой вот мультикультурный человек. Начинал он человек как полемизатор. Он полемизировал с Буби, допустим, он полемизировал с Бигиевым по поводу мусульманских налогов. Подходил к нему с позиции захиритской методологии. А закончил в советское время как человек, который сконструировал современный башкирский язык. Захир Аюханов. Аюханов З. Болды. Яхшы, рахмат Бексур.